Меня поражает, сколько в соцсетях и СМИ обнаружилось специалистов по ведению боевых действий и военных аналитиков уровня Генштаба. А ведь совсем недавно эти же самые люди с видом специалистов обсуждали тонкости американской избирательной системы и состояние российского бюджета. Леонардо да Винчи, Цезарь и сэр Исаак Ньютон нервно курят в сторонке по сравнению с этими гигантами мысли, которые почему-то сидят в Твиттере и Фейсбуке, а не гребут миллионы в качестве, хотя бы аналитиков ЦРУ или владельцев собственных успешных бизнесов. Я не знаю, какие конкретно ошибки или проблемы, или просчеты привели к временной потере Пальмиры, но я на 100% уверен, что те, кто сейчас вываливают в соцсети тонны псевдоэкспертной аналитики, тоже не знают этого, а просто зарабатывают дешевую популярность в стиле самой желтушно-желтой журналистики. Сейчас модно обвинять во всех грехах правительство Асада и сирийское ополчение. А некоторые даже доходят до того, что объявляют их предателями, или начинают искать предателей среди сирийских или наших военных. Мне представляется, что такое поведение – это как минимум непрофессионализм, а как максимум вполне осознанная подлость. Хотя бы потому, что, опять же, у всех участников фейсбучных судов Линча просто нет достаточной информации для того, чтобы выносить такие суждения. Однако это не означает, что во всей этой истории нет предателей. Они есть. И в отличие от вышеперечисленных случаев, у любого пользователя социальных сетей есть вся доступная информация для того, чтобы вынести такой моральный приговор в отношении некоторых известных участников российской политической жизни. Приведу один максимально конкретный пример. Леонид Волков, видный сотрудник команды Алексея Навального, пишет у себя в Фейсбуке: «Конечно, можно молчать. Вероятно, про Пальмиру в новостях России-24 не будет. И в итоговом выпуске Дмитрия Киселева тоже. Но сейчас же не 1944. Критическую информацию скрыть нельзя. Серьезно, вообще не понимаю, что они с этим будут делать. Это, безусловно, крупнейшее внешнеполитическое поражение Путина ever. Хорошая новость в том, что для России это, конечно, огромная победа. Для Леонида Волкова победа ИГИЛ – это победа России. Нет, это не ЛСД и не мескалин. Это просто элементарное отсутствие совести. Вот она, наша прекрасная в своей незамутненности несистемная оппозиция. У меня есть четкий критерий того, кто является врагом моей Родины, а кто является оппозицией. Так вот, оппозиция – это те, кто критикует власть и предлагают свои подходы по улучшению жизни нашей страны и ее жителей. А предатели – это те, для кого даже победа ИГИЛ является сладкой, ибо она вредит Путину. У нас в истории уже было несколько случаев, когда некоторым людям так сильно не нравилась конкретная власть, что они были готовы поддерживать и радоваться победам самых ужасных врагов нашей Родины. Не буду напоминать, чем кончили идеологические предшественники нынешней антигосударственной либерды. Но нельзя не отметить, что с таким подходом политические перспективы сторонников господина Навального представляются очень сомнительными. Меня часто упрекают в антиамериканизме, но это не так. Я считаю, что нам есть чему учиться у наших заокеанских конкурентов, и в этом нет ничего постыдного. Например, нам как обществу стоило бы относиться с нулевой толерантностью к тем, кого радуют победы террористических организаций. Я не могу себе представить американского политика, неважно насколько оппозиционного, который бы мог публично написать в положительном ключе об успехах ИГИЛ в битве за Мосул. Мол, хорошо, что это поражение Обамы. Это невозможно. А если вдруг какой-то политик сойдет с ума и напишет что-то подобное, то сразу станет изгоем даже среди своих собственных коллег по партии. Интересы страны всегда должны быть выше любых политических разборок. Если кто-то этого не понимает и радуется победе ИГИЛ, это значит, что он просто предатель. Независимо от того, под какими политическими знаменами он якобы ходит. Псевдолиберальными или псевдопатриотическими. Проблема в том, что Пальмиру отберут у ИГИЛ назад.
А вот все эти радостно скачущие в соцсетях предатели останутся с нами. И вот они, если у них будет возможность, даже Москву сдадут кому-нибудь и страну разрежут по Уралу ради того, чтобы реализовать свои собственные амбиции. А хорошая оппозиция у нас появится только тогда, когда позиция оппозиционера будет заключаться в том, что у Америки надо учиться, но не надо сдаваться Америке. И уж тем более нельзя радоваться локальным успехам организации, которая хотела бы нас всех убить. Год назад эти же люди объясняли нам свысока, что Сирию не спасти, но они, как всегда, сели в лужу со своими прогнозами. Так же будет и на этот раз. А наша армия вместе с сирийскими союзниками обязательно устранит ИГИЛ.